Дорогие зрители, мы вас приветствуем на канале журнала «Илин». Сегодня у нас в гостях Василий Авченко, журналист, писатель из города Владивостока. И он в Якутске приехал буквально на днях, и мы с ним поговорим о литературе, о главном событии последних дней, о тотальном диктанте. Василий, вот сегодня, 9 апреля, тотальный диктант. Вы читали в культурном центре Северо-Восточного федерального университета текст Марины Степновой, да? Вот как прошла встреча, чтение текста? По-моему, неплохо. По-моему, все было организовано на высоком уровне. И особенно, конечно, радостно было то, что ковидные жесткие ограничения потихонечку отступают. И в зале было много людей, огромное число людей. Причем, насколько я понимаю, не только студенты Северо-Восточного федерального университета, но и просто горожане, которые решили вот таким образом проверить свою грамотность, лишний раз приобщиться к словесности. И текст был не очень большой. Я бы не сказал, что сверхсложный, но, конечно, там было много непростых мест, подводных камней. Вот. И понятно, что я не педагог, и поначалу, наверное, я начал читать несколько быстрее, чем следовало. Но, по-моему, мы нашли контакт. Это ваш не первый опыт. С аудиторией, они меня поправили, да, я начал читать помедленнее. И я надеюсь, что, в общем, более или менее хорошо все это получилось. Не первый опыт, да, я и писал диктант у нас в Владивостоке, и читал один раз его там же. Вот. А вообще с творчеством Степновой вы знакомы, наверное? Ну, если честно, не глубоко. Вот. Но она сегодня одна из самых ведущих Да, писателей, да. Вот, не могу назвать себя знатоком, но вот текст очень любопытный. Понятно, что в силу разницы часовых поясов одна часть читается на востоке, там другая в центре, третья на западе страны. Вот, поэтому вот нам достался один кусочек. Вот, там описывается жизнь воронежского подростка в 1900 году. В начале 20 века, рубеж 19-20 веков. Очень интересно. А вообще, Василий, акция «Тотальный диктант», насколько он эффективен? На твой взгляд, взгляд писателя, журналиста, именно для продвижения грамотности? Ну, не знаю насчет эффективности. Тут, наверное, надо проводить социологические измерения и потом уже, в общем, делать какие-то выводы. Но я акцию всегда поддерживал и поддерживаю, потому что мы все писали диктанты в школе, а после школы как-то уже можно несколько потерять форму. И эта идея, она сама по себе хорошая, но еще лучше то, что она нашла отклик сразу же во всех краях России и за рубежом, где живут и русские люди, и иностранцы, изучающие русский язык. И там везде этот диктант проходит. И меня, конечно, этот отклик очень радует. А еще радует то, что инициатива была придумана не в Москве, не в Петербурге, а в Новосибирске. Это нечастый случай для нашей центростремительной страны, где, в общем, все как-то вокруг Москвы чаще всего вертится. Не очень частый случай, когда инициатива, придуманная в Сибири в данном случае, стала общероссийской, даже вышла за границы России. Акция, да, стала даже глобальная. И я думаю, что это продвижение и русского языка, и вообще грамотности, и вообще внимания к слову, внимательного отношения к слову и к словесности, это, конечно, дело благое, и это та самая мягкая сила, дипломаты говорят, есть такая мягкая сила, soft power, которая, в общем, способствует усилению наших позиций. И конечно, язык, культура. Язык, культура,
чтение, Литература, литература, переводы. Тем более в нынешней, мягко говоря, непростой ситуации международной, вот, мне кажется, такие акции особенно нужны. Вот. Ну а по части того, станем ли мы все грамотнее из этого, я не знаю. Но все равно позитивный эффект, мне кажется, налицо. Тем более, что здесь люди не просто пишут текст, наполненный теми или иными орфографическими и пунктуационными сложностями, но и узнают новых современных писателей, потому что каждый год кому-то из современных прозаиков поручают написать этот текст, потом его там нашпиговывают различными сложностями. Но тем не менее это получается и продвижение современной литературы вообще. В прошлом году Якутск как раз был столицей. Да, вот вы же поддержали, чтобы Якутск стал, да, Ну, многие поддержали, столицей, да, конечно. тотального Да, и Владивосток когда-то был, и вот Якутск был в прошлом году. Вот, и каждый год автор текста лично едет и читает текст в том городе, который избран столицей тотального диктанта. Я думаю, что это В этом году Ярославль. для всех хорошо. В этом году Ярославль, да, центральная Россия, так называемая, потому что географически центральная Россия где-то в Сибири, но тем не менее, да, Ярославль. Вот прекрасно. я записал статистику, да. В 2020 году участвовали 250 тысяч, ну я примерно, вот, да. А в прошлом, 2021, 675 198 участников. Ничего себе. То есть это был такой скачок. Ну и очень приятно, что как раз Якутск был столицей, да, вот этого да. скачка. Но в этом году, ну, я думаю, на днях мы узнаем, сколько участников было, да. Вот летом в прошлом году мы с вами тоже встречались здесь, я Да. записал небольшое интервью, Да, помню. и мы хотели как раз продолжить, да, вот разговор о литературе. И вот в этот приезд, конечно, в первую очередь связан с тотальным диктантом, и вы встречались со студентами, да, нашего университета. Да, И вчера библиотека. национальной просто, да, библиотеки. ага. Да. Вот как вы, ну, что вы почувствовали вот в общении вот с якутянами, интерес к литературе, к творчеству, к вашему, к чтению? Вот есть это, вот ощущалось это? Ощущалось и действительно ощущалось. Ну, есть с чем сравнивать, потому что иногда и во Владивостоке какие-то мероприятия провожу или участвую в них, и в других городах Дальнего Востока, и в Москве, иногда на каких-то книжных ярмарках и выставках. Ну, понятно, что сложно сравнивать наши города и столицы, но с другой стороны, в нестоличных городах, которые меньше, чем там, и Москва, и Петербург, и Нижний Новгород, и Екатеринбург, в таких городах очень часто бывает публика, ну что называется, не такая избалованная, как в столице, и поэтому интерес к чему-то живому, что происходит, как ни странно, порой бывает гораздо выше. Я и по Владивостоку это замечал. Владивосток сравнительно избалован, допустим, по сравнению с Уссурийском или с Находкой. Вот, и там публика настолько с таким энтузиазмом, в общем, приходит. Я почувствовал, конечно, интерес и со стороны студентов университета, и со стороны тех, с кем мы встречались в Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия, в том числе и литераторы приятно порадовали, молодые, которые кто-то уже публикуется, кто-то вот-вот, в общем, собирается выпустить первые книги. Вот. Это действительно не дежурные слова и не дежурные встречи. И всегда, конечно, дорого, когда глаза горят и чувствуешь вот этот отклик. И здесь как раз, конечно, очень важно прямое общение, потому что если бы мы говорили все это в экран компьютера, где включена программа Zoom, то вот этого все равно почувствовать было бы нельзя. Нельзя было бы понять, действительно, насколько заинтересована аудитория или не заинтересована. Вчера вот встреча в Национальной библиотеке транслировалась тоже на платформе. Да, гибридный формат сейчас модный, да, конечно. Такой гибридный И в университете то формат, же самое. Да, то же самое. И вот вчера, Василий, вы представили свою книгу «Литературный первоход Дальнего Востока», да? И ваши герои этой книги — это наши
очень известные писатели, да, конечно же, Иван Гончаров, Антон Чехов, Михаил Пришвин, Олег Куваев. Вот писать о писателях сложно. Вот вы сам, как творческий человек, да, вам не было сложно писать о таких, скажем, фигурах, тут, классиках? конечно, да, конечно, всегда сложно взять на себя смелость или наглость, какие-то амбиции такие. В общем, добавить, допустим, к корпусу чеховедения или гончароведения еще что-то свое, понимая, что до меня в течение 100 лет десятки докторов наук занимались изучением творчества того же Чехова там, и написали целую гору трудов. Вот, и, естественно, тут равняться сложно. Но, тем не менее, я думаю, что получилось сказать какие-то важные слова. И если говорить вот об этих известных фигурах, то сказать, обратить внимание на то, на что обычно внимание не обращается или обращается в меньшей степени. Если это Гончаров, то тут я, конечно, акцентируюсь на его путешествии на фрегате Паллада. И более того, не столько даже на морском путешествии, сколько на его возвращении сушей с Охотоморского побережья через Якутск, через Иркутск к себе домой. Вот, потому что это первая книга, где вот детально описана вот такая сибирская, якутская и дальневосточная, можно сказать, частично жизнь. Вот. С Чеховым то же самое. Понятно, что и Чехов, и остров Сахалин широко известны. Вот. Но мне кажется, там много есть подтекстов в его книге «Остров Сахалин», в его очерках из Сибири, вот, о которых мы можем поговорить именно в контексте культурного освоения восточных территорий нашей страны. А что касается фигур менее известных, как, допустим, Арсений Несмелов, который тоже стал одним из героев этой книги, вот, то здесь читатель о нем знает гораздо меньше, широкий читатель. И, конечно, я чувствовал, что надо все эти пласты. Вот, да, Вася, вот я хотел отдельно спросить, конечно, вот про Несмелова. И вообще вот мы хуже знаем, конечно, литературную жизнь Харбина, да, тогда, да, русского Харбина. Шанхая. Ага, Шанхая. Там же тоже была своя очень интересная такая культурная жизнь, Конечно, литературная конечно, жизнь. безусловно. И самый, вот как бы, один из самых талантливых считается Несмелов. Да, безусловно. Вы как познакомились с творчеством? Сейчас я отвечу. Да, вот еще на предыдущий закончу. Дело в том, что трудно ли писать о писателях. Вообще в серии Жизел очень разные авторы, очень разные герои, и книги получаются разные, неровные. И часто биографии пишут ученые, допустим, филолог пишет биографию писателя. Иногда биографии пишут родственники. Мне такие биографии нравятся меньше, потому что родственники, они вот, часто бывают слишком пристрастны, вот как-то вот уже нимб такой вокруг головы возникает у героя. Вот это, наверное, не совсем объективно. Вот. И есть в последнее время, не то что мода, но в общем такое движение, когда писатели пишут о писателях. Самые разные. Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Алексей Варламов, Сергей Шаргунов. И они это пишут, сейчас очень популярно. Да, почти, писатели да? пишут о писателях. Там у них и значит, Леонид Леонов, и Сергей Есенин, и Булат Акуджава, и Валентин Катаев. И вы написали про Фадеева. А я про Фадеева еще написал. Да. И должен сказать, что вот такого рода биографии мне интересны больше всего. Больше всего. Они очень, получаются, личные, не сухие, не сухие, а очень личные, такие лиричные. Они написаны как художественное произведение, хотя, конечно, они документальны в своей основе. Вот. Поэтому, мне кажется, это Вася, интересно. тогда вот еще вопрос, да, вот, то есть писатели, когда пишут о писателях, они что-то хотят сказать, передать, так сказать, современным читателям. Безусловно. Вот, например, вы вот что хотели Безусловно, сказать своим? Собственно, обращение Да. к прошлому. И вот исторические романы. Вот тот же самый Леонид Абрамович Юзефович, который написал «Зимнюю дорогу», действие происходит в Якутии в 23 году. Но любая книга такого рода, обращаясь к прошлому, она неизбежно обращается и к будущему. Прошлое здесь выступает чем-то вроде зеркала, в котором мы видим настоящее, и с помощью фигур и событий прошлого объясняем или пытаемся объяснить это настоящее. И к этим биографиям, конечно, это, безусловно, относится. И Фадеев неожиданным образом оказался, в общем, современным, причем о некоторых моментах он даже не знал, потому что его текст уже после его ухода из жизни продолжает
жить в том смысле, что, что меняется реальность вокруг, и меняется контекст, и из-за изменения контекста мы меняем восприятие текста неизбежно. Скажем, ну, кто мог представить, что когда, значит, Фадеев писал о комсомольцах-подпольщиках Краснодона, что спустя много лет в тех же местах начнется новая война. И здесь уже, конечно, текст Фадеева «Молодая гвардия» воспринимается уже несколько иначе, когда мы видим те же самые географические названия: Донбасс, Луганск. И в этом смысле, конечно, рассказывая о прошлом и о человеке прошлого, мы всегда говорим и о настоящем. Вот. Один из героев книги Арсения Несмелов действительно первая волна эмиграции, дальневосточной эмиграции, то есть не Париж, Прага и там, Стамбул и Берлин, а дальневосточная волна, вот те белогвардейцы или просто люди, которые по каким-то причинам решили покинуть Россию, когда в 22 году в Приморье наконец установилась советская власть, они в большой степени оседали в Харбине и в Шанхае. Прежде всего, Харбин, он издавна был международным городом с различными иностранными сеттельментами, такими районами полуизолированными, там английский, французский и так далее, и русский тоже. Вот. А Харбин вообще был такой китайско-русский город, и построен он был русскими инженерами и архитекторами. Даже вот по архитектуре он напоминает старый центр Благовещенска или старый центр Владивостока, такие вот дома кирпичные начала 20 века характерные. Или вот как раз Национальная библиотека, вот что-то вот такой. Одни и те же архитекторы. Наверное, да, и стиль, и архитекторы. Да. Модерн начала 20 века. Вот, это был центр КВЖД, Китайской Восточной железной дороги, которая шла по территории Китая из Забайкалья в Приморье, и вот Харбин был в центре. И поэтому, когда туда белогвардейцы или беженцы другого толка попадали, для них это не была в полном смысле заграница. Понятно, что там была китайская власть, вот, но там были русские школы, газеты, театры. И, в общем, можно было даже китайский язык не учить и жить вот в этом сообществе. Ну, так, может быть, не так комфортно, как на родине, но все-таки жить. Вот. И там возникло свое литературное сообщество, очень интересное. Понятно, что там, наверное, не было таких величин, какие были в Европе, я имею в виду Набоков, Бунин или Гайто Газданов, великолепный прозаик. Но там были тоже интересные поэты, интересные прозаики. Вот Арсений Несмелов, он не только поэт, но и прозаик замечательный, причем у него есть рассказы о Первой мировой войне, окопная проза именно Первой мировой войны, что для нашей литературы скорее исключение, не так сильно она отразилась. Вот. Стихи, безусловно. Другие там тоже были фигуры очень любопытные. Борис Юльский, который служил в горной и лесной полиции китайской, и там боролся против хунхузов, разбойников там, таежных и так далее. Михаил Щербаков, который с флотилии адмирала Старка в 22 году ушел из Приморья в Корею, потом попал в Шанхай и жил там. Лариса Андерсон, поэтесса, и многие-многие другие. Но вот Арсений Несмелов мне более всего интересен и близок. Вот я о нем написал большой такой развернутый очерк, такая фигура, конечно, драматическая, участник Первой мировой и бывший белогвардеец, ушедший в Харбин, и в 1945 году арестованный уже советской контрразведкой СМЕРШ за сотрудничество с японцами. Его повезли обратно, чтобы судить, но до суда он не дожил и в тюрьме умер от инсульта. И даже ни могилы, ни архива от него не сохранилось. И потом много лет исследователи, вот был в Москве Евгений Витковский, недавно ушедший из жизни, а у нас был Александр Лобачев, тоже умерший, которому я эту книгу посвятил, и издатель Александр Колесов. Вот они проводили огромную работу, выискивали в каких-то архивах и Китая, и Сан-Франциско, и Филиппин какие-то разрозненные эмигрантские, значит, русские журналы, издания такие потрепанные. И из них вытаскивали стихи и прозу Несмелова. И вот в 2006 году, это 2000-е же годы, да, получается? Ну, вот да, 90-е и 2000-е, да. 90-е и 2000-е тогда исследовательская работа шла, и в 2006-м впервые вышло собрание Несмелова, не полное, но все-таки собрание, двухтомник во Владивостоке в издательстве «Рубеж». Один том стихи, другой проза и автобиографические записки. Очень, очень ценное издание. Вот 2000-х, да, а 90-х, вот когда только начинался такой, ну, как бы интерес, возвращение Харбина, такого русского Харбина, да, там, я помню, было такое популярно, русская Атлантида, Харбине, да. Даже, книги такие были. Конечно.
Амир Хисамуддинов, такой у нас есть исследователь. Очень известный исследователь. Много работ у него по русской дальневосточной миграции. Ну, это главным образом Харбин, Шанхай, в меньшей степени Корея, где жили, например, Янковские, тоже интересная семья, и пишущая семья, они много писали. Вот. В меньшей степени еще Филиппины, Манила. В основном все-таки, конечно, это вот северо-восточный Китай. Китай, да. Ага. Ну вот первопроходцы, вы вот Вася включили первопроходцы, да, вот интересно, вот 19 век, наверное, это был такой век открытия Дальнего Востока именно как литературного. Или вот почему первопроходцы? Почему? Ну, да, и вот культурное освоение. Культурное вот освоение. это ваша тоже из этой книги. Это важнейшая тема. Ага. Ну, понятно, что первопроходцы, просто первопроходцы, это вот 17 Да. век, движение на восток и выход к Тихому океану, там, коляски и так далее. Но это были люди, как правило, казаки, служилые люди, и, в общем, пишущих среди них как-то особо не было. Ну, только они отчеты отчеты. государю там потом как-то там писали. Какие-то исследователи, экспедиции. Вот, были, экспедиция это вот уже 18 век, когда Петр I Да. перед смертью снаряжает первую камчатскую экспедицию Беринга, а потом уже при Анне Ивановне, 30-е годы того же 18 века, вторая экспедиция Беринга и Чирикова, это даже целый веер экспедиций, целая гроздь, ну, в общем, там отрядов 8 или даже больше было, которые действовали самостоятельно, каждый на своем участке побережья. Вот. Но вот был научный интерес. Научный был. Да. А литературы еще не было. Такой факт, что до 1917 года в Якутии побывали более 30 научных экспедиций исследовательских. Безусловно. Есть такие данные. Да. Да, ну да, вот начались с 18-го, в 19-м Да, резко интенсифицировалась эта работа, естественно. Самая большая экспедиция, это, конечно, Сибиряковская у нас, Якутия. Вот, Да. вот. Но а литературное освоение или культурное, оно, конечно, запаздывало всегда. Потому что шли казаки, допустим, чиновники, священники, ученые. Вот. А литераторы или там, живописцы, ну, как-то вот обычно во втором эшелоне. Поэтому освоение литературы началось несколько позже. Вот я говорил про книгу Степана Крашенинникова «Описание земли Камчатки», 1755 год. Толстенная монография. Вот. Но это все-таки не литература в нашем понимании. А литература начинается как раз в 19 веке. Если мы не берем Протопопа Аввакума 17 века, вот все-таки с некоторой натяжкой, то есть по-хорошему корпус литературных текстов начал создаваться, связанных с Сибирью, с Якутией, с Дальним Востоком, начал создаваться, конечно, в 19 веке, и здесь большую роль сыграли ссыльные, декабристы, польские повстанцы, то есть люди, признанные государственными преступниками, политически неблагонадежными и так далее. И Бестужев-Марлинский, отбывая ссылку, писал художественную прозу, и позже, естественно, Короленко, наверное, самый известный Владимир Галактионович Короленко, Серошевский. Вацлав Серошевский, Чернышевский, хотя вот территория, земля в его творчестве как-то, наверное, не отражена. Он больше на другом концентрировался, на другой тематике, там, социал-демократической. Вот. И многие другие. Потом поехали уже и, ну, собственно, потихонечку поехали уже и профессиональные писатели, как тот же Гончаров, допустим. Он уже был состоявшимся автором, уже известным как литератор. И вот он поехал, конечно, имея в виду, что он что-то напишет. И он действительно написал. Еще позже поехал Чехов, если мы говорим о фигурах первой величины. Вот, тоже уже, ему было 30 лет, молодой, но уже состоявшийся и широко известный и прозаик, и драматург. А потом уже начали расти и местные кадры. То есть во Владивостоке, куда приехал, допустим, молодой офицер Арсеньев, он начал писать и стал писателем именно там. Вот в Приморье вырос Александр Фадеев. И хотя он писал свои вещи уже потом в Москве, но все равно они связаны все с Приморьем. И его формирование, его учеба и как человека, и как там, гражданина, и как писателя прошла там. Это с одной стороны. С другой стороны, появилась масса авторов из числа коренных народов гигантского нашего региона, от Сибири до Камчатки. Вот, когда появилась письменность на целом множестве языков, появилась литература, появилась периодическая печать, книгоиздание. Вот. И это гигантский, конечно, шаг.
допустим, у нас вот в Приморье удыгейский писатель Джанси Кимонко, у нанайцев в Хабаровском крае Григорий Ходжар, на Сахалине у нивхов Владимир Санги стал таким классиком, и он, кстати, здравствует и руководит маленьким народом нивхов. Вот. На Чукотке, конечно, самый известный Юрий Рыдхеу, вот. И так далее, и так далее. И в Якутии, насколько я могу судить, происходили те же самые процессы. Да, конечно. А вот, Василий, сейчас, кстати, как у коренных Приморья, коренных народов с языком, да, вот, насколько они сохранили свой язык, свою культуру, коренные народы именно Приморья, да, Преамурья. Ну, с Приморьем все не сильно радужно, не сильно весело. Дело в том, что орочи, удыгейцы, нанайцы считаются коренными народами Приморья. Это небольшие народы. Вот, если, допустим, эвенки, народ достаточно большой и живущий на большой территории, там, от Хабаровского края и туда в Сибирь, там, Красноярский край, вот, то, допустим, удыгейцы, если я правильно помню, то по последней переписи их было там, 1300 или 1400 человек, там, до 1500. Вот, но, и это очень мало, но еще хуже то, что владение родным языком среди них указали в анкетах 4%, по-моему, или 5%. Это маленький процент. То есть это уходящие старики, которые еще помнят язык, и он, к сожалению, уходит. То есть там есть два села, где живут удыгейцы, сохраняя свой образ жизни. Ну, то есть кто-то живет в городах, а вот кто желает сохранить традиционный образ жизни, это Красный Яр село и село Акзул в другом районе. Там есть и школы, где преподается удыгейский язык. Вот. Но, к сожалению, вот тенденция такова, что это уходящая натура. Вот. И это, конечно, трагедия, потому что теряется язык, теряется народ. Вот. Наверное, где больше народ, там все это гораздо лучше. Допустим, я вот недавно был на Чукотке, это, конечно, нельзя сравнить, там большой народ, вот, и чукчи, и эскимосы, и эти языки, насколько я понимаю, живут, и там на них пишется литература. Вот. С удыгейцем сейчас, к сожалению, хуже. Вот был Джанси Кимонко, о котором я сказал, вот, но это было, значит, 40-е годы. Вот, поэтому тут не все так весело. А вот интересно, он был, наверное, знаком с Арсеньевым или нет? Не уверен, мог захватить немножко, но Арсеньев скончался в 30-м году. А тогда он только вот... А он тогда был молодой, совсем, мог как-то пересечься, но близкого знакомства не было точно, а так пересекаться мог, потому что Арсеньев, когда уже в советское время жил, значит, во Владивостоке и в Хабаровске, больше во Владивостоке, вот, к нему часто приходили из тайги делегации коренных народов, вот, и с какими-то своими просьбами, тем более, что он некоторое время работал комиссаром как раз по делам, тогда это называлось по делам инородцев, вот, и многое делал для, в общем, и для медицины, для образования, для всех этих вещей. Вот, Вася, значит, в этой книге тоже большой очерк посвящен Владимиру Арсеньеву, да? Да, ему 150 лет в этом году. Да, «Дебри капитана Джанге». Джанге, да. Так его прозвали как раз вот или удыгейцы, или нанайцы, коренные приморцы. Это означает нечто вроде или судья, или верховный старшина. То есть такое уважительное прозвище. Ага. И вот цитата, да, в названии «Мне сопутствовала счастливая звезда». Вот и, наверное, вот благодаря Арсению мы же тоже очень многих коренных традициях коренных народов, да, и вообще изучение Дальнего Востока, Приморья, это же благодаря тоже Арсеньеву. Какие у вас еще планы конкретно у вас вот по Арсеньеву? Потому что это такая фигура сегодня, Владимир Клавдиевич, это масштаб его. Ну, мы как бы всегда знали в советское время, да, всегда это и этот фильм Куросава. Но вот, мне кажется, последний год вот к нему такой интерес. И благодаря в том числе вот конкурсу премии имени Арсеньева. Это вообще как бы звучит в таком медиапространстве, да, это все. Хорошо, если звучит, да.
Ну, действительно, ну, видимо, юбилейный год как-то поспособствовал, и, слава богу, за этим и нужны юбилеи, чтобы возник повод что-то сделать. Допустим, в Владивостоке сейчас планируется памятник воздвигнуть Арсению. Вот памятника пока что нет. Есть такой бюст небольшой возле дома-музея, где он, маленький дом-музей, где он жил в последний год и скончался. Вот. Конкретных планов, ну, у меня есть планы подготовить ряд публикаций вот, об Арсении, в том числе в федеральных изданиях. Вот. Пока более далеко идущих планов нет. Вот я очень надеюсь на то, что наше Владивостокское издательство «Рубеж», которое уже издало 6 томов Арсеньева, причем там есть тексты, которых мы, наше поколение, ну просто никогда не видели и не читали, которые один раз были изданы, допустим, до революции, потом ни разу не издавались. Вот там эти тексты уже опубликованы. Но это, они, как правило, конечно, не художественного, а научно-прикладного характера. Какие-то его отчеты служебные, какие-то путевые дневники, какие-то статьи, посвященные то археологии, то этнографии, то метеорологии, то орнитологии. Он был очень разносторонний. Широкого такого. Исследователь, да, почти как Ломоносов практически. Вот. И я очень надеюсь, что будут изданы в том числе и письма Арсеньева, которые сохранились не все, но говорят наши специалисты по Арсеньеву, что около 300 писем все-таки сохранилось. Он с кем переписывался письма? Самые разные, и от близких до, что особенно интересно, ведущих ученых и путешественников. Допустим, Петр Козлов, вот, или даже этнограф Лев Штернберг, вот, академик Владимир Комаров, вот, даже, по-моему, с Нансеном была переписка, с Горьким совершенно точно была переписка. Вот. То есть эти письма, конечно, они очень интересны. Сейчас же письма другие, сейчас эпистолярная культура сильно изменилась в связи с развитием техники. Вот. А письма тех времен, и царских, и советских, их можно рассматривать как самостоятельную и публицистику, и иногда литературу, и дневник, и исповедь, и так далее. Вот. Потому что до сих пор опубликовано всего несколько писем, а их все-таки 300 это прилично. И плюс дневники, путевые дневники. Тоже, по-моему, опубликован только фрагмент дневника 1906 года. Вот, а их сохранилось все-таки. То есть это будет полное собрание сочинений? Рубеж, его руководитель Саша Колесов говорит именно о полном. Я надеюсь, что все получится. Вот. Да, он мне как раз писал, что готовит. Да, а у меня лично пока вот что-то такое напишу, но вот что-то я уже так мысленно зрею, что надо и об Арсеньеве книгу написать. Я не собирался писать его биографию. Ну, может, это будет не биография, а не обязательно писать академическую биографию. Вот. Их может быть много. В Англии постоянно выходят все новые книги о Черчилле, допустим, и ничего страшного в этом нет. Может один написать, может другой написать. А у меня уже много скопилось разных самых там и статей по Арсеньеву, и, в общем, выписок каких-то из его трудов. Терять, наверное, тоже не надо. Но это я не спешу пока, это так просто. Просто мысли. Вот когда вы пишете о писателях, это у вас как бы разговор с ними, они для вас как собеседники, или вы все-таки как-то отстраненно к их творчеству, к их судьбе? По-разному. По-разному. Вот, если честно, вот с Фадеевым это было как раз как-то очень близко, очень через себя. То есть какое-то как общение. Ну, вплоть до того, что он там снится, и мы с ним беседуем, я какие-то непонятные для меня вещи там пытаюсь выяснять во сне, значит, а он мне отвечает. Вот, то есть к этому можно относиться, к этому можно не относиться серьезно, но это показывает все равно уровень твоего этого приобщения и погружения. Вот. А с другими более отстраненно, допустим, с Чеховым я и не пытался никогда сблизиться, и пусть он будет на расстоянии, на пьедестале, но тем не менее. Вот с Несмелым, как ни странно, очень так вот. Да, он как-то чем-то привлекает вообще. Да, когда по-человечески как-то читаешь книгу, я еще полностью не прочитал, не успел еще, но мне показалось, что у вас он очень насыщенный информационно. Энциклопедия своего рода такое. Вы упоминаете и Короленко, сон Макара цитируете, и то, что касается Якутии, и Серошевского.
Вот как вы работаете? Вот, вы как исследователь больше в этом смысле, хотя вы говорили, что у вас такой, ну, больше художественное восприятие, да? Да, такое и научное, наверное, тоже не случайно я из семьи ученых все-таки. Вот и художественное по-разному. Но это, конечно, верхушка айсберга. То есть понятно, что книжка небольшая по объему, но Да. информации там оставлено. То есть можно было ее вот такую сделать, но она была нечитаемая, абсолютно такой кирпич. Вот. Поэтому, конечно, я попытался все это выжать, сжать, вот сделать такой экстракт, и чтобы было меньше воды, а больше насыщенности Да. самой разной информации. Где-то как исследователь, особенно когда находишь, ну, либо неизвестные, либо просто малоизвестные источники какие-то. С Несмеловым там я нашел, кстати, и вот БРЭМ в Харбине было создано японцами. БРЭМ, бюро по делам русских эмигрантов в Маньчжурии, когда Япония оккупировала Маньчжурию в 1931 году, и после этого создали БРЭМ. Там переписали всех русских эмигрантов. И это иногда чуть ли не единственный источник для нас о том или ином человеке. Да, После мы того, о как- наших земляках. В том числе тоже о наших земляках, якутянах. соотечественных, да, в том числе о ваших земляках, да. Да. Вот. Когда в 1945 году Красная Армия вошла в Харбин, вот, то архив БРЭМа перевезли в Хабаровск. И мы Да. можем им пользоваться. Я за какие-то копейки приобрел там личное дело Несмелого, которое дало, в общем, пролило свет на некоторые вещи. Хорошо. Вот, Василий, очень интересно было, но я не успел спросить про, потому что я так понимаю, что вам надо, так сказать, ехать уже, программа у вас, да? Джеке Лондоне. Да. Оказывается, Джек Лондон тоже как-то связан с Дальним Востоком. Да, безусловно. Ну, Я- два слова. Вот, Ну, два слова. завершаю. Безусловно, один из героев этой книги Джек Лондон, американский писатель, любимый мною с детства. Я не хотел, не планировал, не думал, что он будет включен в эту книгу, но Джек Лондон как-то сам в нее влез и расположился в ней. Пришлось написать о нем большой биографический очерк и обосновать идею о том, что Джек Лондон тоже российский и тоже дальневосточный писатель. Хорошо, отлично. Я думаю, что читатели найдут эту книгу, прочтут о Джеке Лондоне и о нашей России. Да? Вот и Конечно. это интересно. Спасибо. Успехов всего. Спасибо, Аля.